вечер, дорогие телезрители! В прямом эфире из студии программа Ситиус Альтиус Фортиус. И с вами Дарья Антехова и Юрий Черепанов. Дорогие телезрители, раз в 4 года столица нашей республики встречает многочисленных гостей и юных спортсменов со всех уголков нашей планеты на малые Олимпийские игры «Дети Азии». И действительно, не будет преувеличением, если мы скажем, что в эти дни увеличивается количество телезрителей. На спортивных объектах кипят просто бурными страстями болельщики. Ну и, конечно, юные спортсмены настраиваются только на отличные результаты и на победы. И сегодня, Юра, был долгожданный первый соревновательный день по таким видам спорта, как пауэрлифтинг, художественная гимнастика, вольная борьба, баскетбол и волейбол. И каким был этот первый день, мы будем узнавать вместе с вами от наших корреспондентов дневников игр. Это наши коллеги. Но они полностью настроены, это прямо как настоящая какая-то олимпийская пресс-сборная. Ты посмотри, с каким позитивом они отправляются. Смотри, сейчас что-то... Маленькая заминочка была такая. Молодцы. Они готовы вещать на всю страну. Готовы по-настоящему. Туда. В течение всего вечера, дорогие телезрители, вы можете принять активное участие в нашем эфире. Вы можете позвонить к нам в студию и задать ваши вопросы нашим гостям по номеру телефона 42 14 39. Мы ждем ваших звонков. Ждем всегда. Но и мы не будем стоять в сторонке, а будем разыгрывать отличные призы и хорошие сюрпризы. Именно сегодня мы разыгрываем, что, посмотри, ну великолепно, это сертификат. И вот этот сертификат дает право получить один билет на церемонию закрытия Олимпийских игр, да, Детей Азии, конечно. И ждем ответов на вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, с какого места началась эстафета огня международных спортивных игр «Дети Азии»? Итак, дорогие телезрители, если вы знаете ответ на данный вопрос, вам необходимо отправить его на короткий номер 5533. Вначале указываем слово «жизнь» и пробел. Мы ждем ваши правильные ответы, и кому-то из вас обязательно достанется сертификат на закрытие игр «Дети Азии». Да, а партнер нашего эфира – компания по производству якутской национальной посуды «Камелек». Сейчас у них проводится летний розыгрыш призов. Купи якутскую посуду и получи возможность выиграть сертификат на строительство в сумме на 100 тысяч рублей. Вот так. Ну, Юра, у нас есть еще одно очень важное событие нашего эфира, о котором мы должны говорить просто каждый день и напоминать нашим дорогим телезрителям о том, что национальная вещательная компания «Саха» объявляет конкурс на самый лучший ролик по теме «Дети Азии. Твоими глазами». Внимание на экран! Сними на телефон видеоролик о празднике спорта и выиграй главный приз конкурса «Дети Азии твоими глазами». Имя победителя узнаете 16 июля в программе «Ситиус Альтиус Фортиус». Дорогие телезрители, принимайте активное участие в конкурсе «Дети Азии твоими глазами». Всегда приветствуется творческий подход и, конечно же, оригинальность. Но я думаю, подростки у нас настолько сейчас креативные, и роликов, мне кажется, будет очень много. Ну, а поступившие на конкурсе ролики мы обязательно будем показывать каждый день в нашем эфире. И кому же достанется суперприз планшет, а также талисманы игр «Дети Азии» мы узнаем в последнем эфире 16 июля нашей передачи. Да, ну, конечно же, не упустите такой отличный шанс выиграть хорошие подарки и призы. Снимайте свои видеоролики, отправляйте в Инстаграм с хэштегом НВК «Дети Азии». Именно этот хэштег будет участвовать в конкурсе. Итак, дорогие наши телезрители, а у нас сегодня в гостях Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии. Этот коллектив был создан в 1968 году и до сих пор является лидером вокального искусства Грузии. Итак, у нас в гостях, давайте познакомимся, Анзор Давидович Эркамашвили, художественный руководитель Государственного академического ансамбля песни и танца «Рустави», Давид Гвелисиани, артист этого академического ансамбля, и Мераб Самкурашвили, также артист академического ансамбля песни и танца «Рустави». Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, по-грузински, как будет «здравствуйте»? Гамар Джобат. Гамар Джобат.
Гамор-Джабат. Гамар-Джобат. 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 Гамор-Джобат. Да. Скажите, пожалуйста, вы принимали участие на празднике кругового танца вчера. Вам удалось поймать ритм вот кругового танца Осохой? Конечно, конечно. Было бы А, странно, если бы не смогли. Мы просто со словами не хорошо определились, но все хорошо, значит, правая нога вперед или левая нога вперед. В общем, определились. То определились. есть вы поняли, да, в чем суть? Конечно, Да. конечно. Но скажите, а что было для вас удивительно в этом празднике? Удивительно, знаете, что вот передозировка любви. Вот очень тепло нас встретили, и нам было так приятно, что это мотивация до дальнейших наших концертов, что мы будем вкладываться полностью, выкладываться. Анзор Давидович, вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, ну, хотя бы немного нашим телезрителям о вашем таком известном ансамбле. Ну, ансамбль Руставы был создан в 1968 году. За это время ансамбль объездил больше 80 стран мира, дал 50 тысяч, не 50, 5 тысяч, извините, концертов, записал больше 800 песен. Так что ансамбль имеет такую историю, очень интересную. Но в Якутии мы второй раз. Первый раз были, наверное, лет 35 или 40 назад. Это другое Ой, как поколение. давно, Другое поколение. Первое Да. поколение. Первое поколение. А сейчас второе поколение. Они первый раз. И такая была встреча прямо с самолета, как только приземлились, что просто не забыть, нельзя забывать. Это было что-то, Давид правильно сказал. Значит, любовь и любовь. Такую встречу редко где-нибудь. И нам очень приятно общаться. И очень приятно, что вчера выступали на открытии фестиваля. Это было что-то бесподобная красота. Особенно в конце, когда все, и участники, и зрители вместе танцевали и пели. Это было такое зрелище, что удивительно. А во время ваших выступлений, ну, на каких-то больших праздниках, да, на ваших национальных, также есть, что, допустим, зрители вместе там танцуют со всеми артистами, поют? Вот такое у вас есть? Знаете, у нас в Грузии вообще все, почти все поют, потому что Все танцуют. как традиция у нас, что вот дети дома в семье, ну, вот отец и мать всегда хотят, чтобы дети пели. У нас должно быть где-нибудь всегда стоять в каком-то вместе пианино или гитара минимум, так что все поют там. А такого нету, чтобы все танцевали, но все поют. Все поют, и, наверное, все в рамках домашних условий танцуют, потому что, мне кажется, Грузия Конечно, всегда да. ассоциировалась с музыкой, с танцами. Да. И расскажите, пожалуйста, про ваш состав артистов. Сколько у вас артистов на данный момент? В ансамбле песни и танца 60 человек. Танцоры, аккомпаниаторы, певцы. А певцов 10. 10. Двое из них здесь. Остальных увидите сейчас скоро. Вот, да, кстати, заглянем немножко в будущее. Расскажите про композицию, которая будет сегодня звучать. Сегодня мы будем исполнять полифоническую песню. Один из шедевров грузинской полифонии. Эта песня называется «Хасан Бегура», историческая песня. Там выделяется высокий голос йодль, креманчули называется. Очень такой, знаете, сложный голос. И даже эта песня удивила Стравинского, гениального композитора, американского композитора. В 1967 году в журнале «Америка» Стравинский дал интервью. И про грузинские песни, вот этой песни «Хасан Бегура» он писал. Одно из важных музыкальных впечатлений – это записи грузинского народного полифонического пения. Это традиция активного исполнения музыки, идущая от древности. И это великолепная находка, которая может дать для исполнения больше, чем все приобретения новой музыки. Йодль, называемый в Грузии Креманчули, был лучшим, какой мне когда-либо приходилось слышать.
Ну, мне кажется, многие телезрители, наверное, уже прям жаждут увидеть и услышать, что же это такое. А Но расскажите, пожалуйста, вот маленький вопрос к вам. Конечно. Грузинское многоголосие, оно известно вот широко по всему миру. Как вы отбираете своих артистов? Наверное, сложно попасть в ваш государственный. Да, это, наверное, нужно. Да, Совсем я недавно, видимо, да, очень сложно. да. Я думаю, расскажите, пожалуйста, как у вас, в принципе, наверное, у вас много людей, кто поет, ну а как попасть именно к вам? Это очень сложно. Во-первых, потому что мы поем песни всех уголков Грузии. Чтобы петь из песен всех уголков, надо иметь колоритный голос. Солисты поют те песни, откуда родом они, вот тех регионов. И мы собираем певцов по усмотрению, значит, какую песню они смогут петь. Дело не в этом, он имеет хороший голос, высокий голос или низкий. Главное, что у него был колорит. Вот как, например, Креманчули, про Креманчули сейчас мы говорили. Он куриец, у нас Геды Чинчарадзе поет. Это редкий голос, редкий голос. Таких голосов очень, правда, трудно найти. Ну, там есть и басы, тенора, которые хорошо поют, но надо вот колоритные, чтобы песни хорошо пели они. Но в ваших композициях в основном что вы воспеваете? О чем в ваших композициях? Дело в том, что у нас грузинская песня бывает, значит, разных жанров. Допустим, любовные, трудовые, дорожные, военные, исторические, да, шуточные, любовные, песнопения и так далее. Много жанров. Мне кажется, Анзор Давидович больше любит любовные, потому что он несколько раз упомянул это слово. Два раза всего 2 раза. Но других по одному, поэтому Поэтому особенно мы я выделил. Анзор Давидович любит любовную тематику Да, все-таки, да? конечно, да. А скажите, пожалуйста, есть ли в вашем ансамбле женщины, Танцоры, да, танцоры? танцоры только. То есть мужчины поют Мужчины лучше? только. Можно Мужские сказать, песни да, в поют. нашем эфире можно Мужские сказать, да, песни мужчины поют да. лучше. Можно сказать, да. Да, мужчины поют лучше, и женщины тоже подпевают хорошо очень. Подпевает хорошо. Да. А скажите, пожалуйста, где в Якутии возможно будет увидеть вас в полном составе, то есть и танцы, и ваше многоголосие? Вот на этот раз мы приехали не в полном составе. Певцы, да, все певцы приехали, только из танцоров 8 человек всего. Из 40 танцоров приехали 8 человек. И вот с этим маленьким коллективом у нас будет 2 концерта в оперном театре. А когда будет в полном составе, это трудно мне сказать. Когда пригласите, мы приедем. Мы обязательно пригласим, но хоть не мы, но кто-то точно пригласит вас в нашу далеко не солнечную, но Якутию все-таки, да?
Браво, браво! Это было просто великолепно. Просто великолепно. Итак, дорогие телезрители, в прямом эфире программа «Быстрее, выше, сильнее». И мы только что насладились великолепным исполнением гостей из Грузии. Молодцы. Просто я не могу. Я думаю, наши телезрители смогли уловить вот эту нотку, вот это, ну просто, это шедевр. Не зря, неспроста это шедевр ЮНЕСКО. Да. Ну а мы переходим к разговору с Анзором Давидовичем. Анзор Давидович, вот скажите, пожалуйста, вообще вот данная композиция про что исполнялась? Про что исполнялось? Да. Это один из эпизодов русско-турецкой войны. Да. То есть это военная тематика? Военная тематика, да, историческая песня. Ну поэтому она такая импульсивная Да. настолько, да? Да. А в чем особенность этой песни? Вот как раз и Вот был особенность в мотив. том, что вот этот трио, который вы сейчас услышали, там импровизация идет. Импровизация, сложнейшая импровизация, и сложнейшие голоса там переплетаются, видите, голоса. И я думаю, что редко песни даже в Грузии, в Гурии, откуда эта песня, редко найти хороших исполнителей, которые вот поют эту. Очень сложная песня, очень сложная песня. Если Хасанбегуру поешь, значит уже хороший певец. Анзор Давидович, скажите, пожалуйста, мы знаем, что вы стали недавно буквально человеком века. Скажите, почему вы получили данное звание и каково носить такое звание «Человек века»? Не знаю, так получилось, что я делаю все, что делаю, что я могу, делаю. Вот, имею коллектив в Руставе, работаю в Руставе, еще детский хор, работаю в университете, преподаю. И объездил весь мир почти, я собрал все записи, начиная с 1901 года, когда английская фирма «Граммофон» приехала в Тбилиси и записала песни от древних тогдашних певцов. Мой прадед Григорий Кумаишвили руководил тогда ансамблем, который в это время, в 1907 году, точнее, записал 50 грузинских народных песен. Сейчас редко найти коллектив, который может, значит, столько песен записать. Вот. Я думаю, все, больше я ничего не делаю. Интересно, за что же дали «Человека века»? Да, интересно. Но вы как-то стали, допустим, себя чувствовать по-другому, когда такое звание дали, или нет? Да нет, абсолютно. Просто было приятно, когда объявили так. Но вы сказали, что вы объездили много стран, а для вас, для вашего ансамбля, какой зал для вас запомнился, кто вам рукоплескал? Какой самый запоминающийся зал? Овации, где было больше Овации, всего Вы да. знаете, это трудно сказать, потому что во многих странах и престижных залах стоя аплодируют. Стоя. В конце особенно, да. Извините, что я не думаю, что я хвастаюсь. Просто так, когда Рустави кончает концерт, стоя аплодируют все. И отрадно. Я говорю, очень нам приятно, когда вот так встречают нашу музыку. А скажите, пожалуйста, что в переводе с грузинского означает название вашего коллектива Рустави? Что это? Рустави — это название города, где был создан этот коллектив в 1968 году. Близ Тбилиси, всего 20 километров от Тбилиси. Ну, на самом деле, вот это исполнение, надо назвать, наверное, ансамбль благодаря такому исполнению «Золотой» или «Бриллиантовый Руставик». Я бы даже как-то так назвал, потому что такие великолепные голоса и такое просто потрясающее исполнение, но оно действительно задевает за все живое, прямо, ух, как вот. Спасибо, спасибо. Анзор Давидович, а можно помимо вот вокала рассказать немножечко о ваших танцах? Грузинский танец, он известен во многих странах, особенно вот это скольжение на женское, кончиках на кончиках пальцев, да. которые похожи больше на полет даже, да? Расскажите, пожалуйста, вот. Грузинские танцы, как и песни, древние очень. Я могу сказать, что в Грузии почти все танцуют уже. Все танцуют. И первый коллектив, который вышел за границу и сделал концерт в концертном исполнении, концерт танца, грузин, народного танца, это прославленный коллектив Сухишвили под руководством Илико и Нино Сухишвили. Их уже нет в живых, царство им небесное. Но они, правда, создали гениальный коллектив.
Этот коллектив во время Советского Союза объездил почти весь мир и сделал такую рекламу, не рекламу, а просто грузинский танец показал всему миру и популяризацию, значит, грузинского танца сделали по всему миру. И после этого уже начали выступать другие коллективы, в том числе и Рустави. У нас очень хороший коллектив тоже. И мы вот во многих странах, когда выступаем, там, значит, всегда встречают с аплодисментами грузинский танец. Всем нравится, всем. Тем более, что танец, там нету ни текста, ничего, просто... Да. То есть движениями нужно передать да. эмоции. Движения очень интересные, движения зажигательные такие. Да. Иногда вот, когда смотришь, не веришь, что человек может так танцевать, и народ так танцевал. У нас замечательный хореограф Фридом Сулаберидин, народный артист республики Грузии, лауреат премии Шотар Руставели. Он был в свое время гениальным танцором. А сейчас Анзор хореограф, Давидович, да. спасибо большое вам. Огромное спасибо, Огромное да. спасибо.